Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что будет и что поменяется на будущей неделе. Чем удивят и чем порадуют следующие 7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, чего мне ждать на будущей неделе. Что принесут и чем порадуют следующие 7 дней. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну что, мои хорошие, смотрите, какой у нас замечательный рисунок. Здесь у меня фигурка очень красивой женщины, сильной, красивой, смелой, успешной женщины. Ведь над головой у этой женщины всходит солнце. Солнце — это знак радости, удовольствий, счастья, чуда в конце концов и невероятного везения. Я за вас безумно рада. Я рада, что наконец-то моим дорогим зрительницам улыбнулось счастье. Что наконец-таки солнце светит именно для вас. Понимаете, это ваша личная возможность, ваше личное чудо. Мужчины, не спешите расстраиваться, а лучше порадуйтесь за свою любимую женщину. Будь то ваша жена, будь то ваша мама, либо ваша дочь. Вот вашей женщине очень крупно повезет. Девочки, по левую руку у вас стоит лошадка, но вы ее держите за хвост, не за гриву, за хвост держите. Совершенно неожиданно от незнакомых людей вам поступит предложение. Предложение будет связано с работой, с учебой и каким-то вашим личным продвижением. Да, пусть это не будет супер-бупер предложение, потому что лошадочка у нас, видите, маленькая. Но, поверьте, это предложение, оно в глобальном масштабе способно поменять всю вашу жизнь. Предложение поступит в начале недели, понедельник, вторник. Не отказывайтесь, даже если вам это не интересно, либо вы считаете для себя это не полезным. Соглашайтесь. Поверьте, вы об этом не пожалеете. Возможно, вот эта лошадочка — это самое яркое событие за весь год. Понимаете, о чем говорю? Пусть не смущают вас объемы и масштабы этого предложения, поверьте, это все будет увеличиваться. И в материальном выражении это будут просто огромные, ну не знаю, ларцы, набитые богатством. Вот от чего вы даете, если эту лошадочку к себе возьмете. В левой руке вы держите мужчину. Смотрите, это мужчина, но тело у него как змея, да, вот как такой хитрый ужик у вас, да. О чем говорит? Говорит о том, что мужчина, который долго избегал ответственности, мужчина, который долго себя не проявлял, какие-то хитрости, какие-то маневры совершал, наконец-таки будет призван к ответу. Вы его призовете к ответу. Заставите, принудите, простимулируете, но мужчина будет держать свое слово, и мужчине не удастся выкрутиться. Да? То есть перед фактом его поставите. Девочки, это победа. Это стопроцентная безоговорочная победа. Победа над превратностями судьбы. Вы, как царица, императрица, вы правите бал. Все идет по вашему замыслу, по вашим правилам. Вы хозяйка положения. Все для вас, все ради вас. Пользуйтесь моментом, пожалуйста, пользуйтесь и ни в коем случае от этого всего не отказывайтесь. Да, вижу, что кто-то очень скромненький, да, кто-то очень молчаливый, но, мои хорошие, иногда нужно, просто вы обязаны, да, брать ситуацию в свои руки, тем более под знаком Солнца.
Не будет вам ни блоков, ни запретов. Как говорится, все пути дороги вам открыты. Так, идем дальше. Здесь у меня кто-то удачно охотится, либо рыбачит. Но это не вы, это кто-то из вашего окружения. Причем человек, которого все считали аутсайдером, неудачником, лузером. Да? Вот не верили в этого человека. Это может быть ваш близкий человек, родственник, в конце-то концов, не знаю, друг, да? Над которым все смеялись. У человека получится какие-то блага добыть, заработать, что-то кому-то доказать или возвыситься. Вы будете очень рады за этого человека. А этот человек будет очень благодарен вам. Он к вам придет разделить свою победу. Он вам посвятит свои достижения. Возможно, вы помогали, возможно, вы верили, вы надеялись, вы поддерживали, да? И человечек, помня об этом, идет именно к вам, с вами. Он разделит свою победу. Дальше. Здесь какая-то очень противная женщина вышла. У нее вот язык такой, знаете, как обжигает. То есть слова плохие говорит, сплетни распространяет. Эта женщина с вами борется, либо боролась в прошлом. Возможно, это соперница, возможно, какая-то конкурентка ваша. Она, кстати, достаточно высокое положение относительно вас занимала, и казалось, что ее невозможно свергнуть, да? Невозможно от нее избавиться. Силы не равны, и она всегда будет в победителях ходить. Именно в эту неделю этой женщине придется платить по счетам. За ней собралось очень много долгов, грехов, и прочих ее действий. Вот, она будет платить по счетам. Вы, если рядом живете, просто обратите внимание. Если не рядом, постарайтесь узнать, что с ней произошло. Ее ждут какие-то ужасные ситуации, ужасные события, которые нанесут ей удар, после которого она уже никогда не оправится. Но считайте, что эта неделя, эти ближайшие 7 дней избавят вас от вашей соперницы, либо от вашей конкурентки. Просто смотрите, как ее, видите, тут прям как распяли ее за ее же грехи, за ее же поступки. Как говорится, вселенская справедливость в действии. Вот это ей и в наказание, и в назидание. Дальше, мои хорошие, здесь у меня семья. Семья, либо разделенная, либо люди очень долго не виделись. Произойдет долгожданная встреча, общий стол, приятная беседа. Люди друг другу очень рады и очень счастливы, что им довелось встретиться, что они теперь вместе, они могут общаться, друг друга обнимать, целовать. Очень много приятных будет слов, очень много накопилось чувств, очень много эмоций. Люди будут делиться с друг другом. Такая атмосфера идет, вот прям семейная, добрая, открытая, очень много нежности люди будут проявлять друг к другу. Даже если это семья, допустим, вашего мужа, и ранее ваши отношения не складывались, именно в этот раз вы будете очень рады друг другу. Хорошее событие. Кстати, у кого-то, возможно, будут проводы, кого-то вы будете провожать, собирать в путь, какого-то родственника, либо близкого человека. Если были какие-то конфликты в семье, вот все примирятся в этот день. Все будут жить одним каким-то переживанием, либо какой-то одной эмоцией. Да, проводы этого человека вас очень сильно сблизят. Дальше, мои милые. Даже не знаю, как об этом сказать. Но какие-то печальные новости могут прийти. Очень печальные, но они будут то ли спорные, то ли не совсем аргументированные. Да? Говорят плохое, но вы не верите. Вы вот душой чувствуете, что это не так. Доверьте своей душе, доверьте своей интуиции. Не пытайтесь сразу впадать в панику, в какое-то отчаяние. Все не так, как это выглядит, да? Либо не так, как написано. Там что-то утаивают, либо какая-то ошибка произошла. Вот. Не стоит полагаться на эти новости, а лучше их куда-нибудь там подальше, да,
от себя отогнать и немножко еще подождать. Вот у вас не на этой неделе, но немножко попозже. У вас как кипа новостей идет, да? Одна опровергает другую, вот как накладку идут, да? Одна говорит да, другая говорит нет, потом опять да, потом опять нет. Вот какой-то прям бутерброд из новостей получается. Если на все реагировать, ну так вас и не хватит. Нервная система очень быстро закончится. Полагайтесь на свои ощущения, полагайтесь на свою интуицию. Она вас не обманет. Так, мои милые, кому-то сон приснится. Очень яркий, вещий сон. Этот сон расскажет вам о вашей дальнейшей судьбе, либо ответит на ваш вопрос. Вот у кого-то есть вопрос, вы постоянно об этом думаете. Вы то ли выбор сделать не можете, то ли у вас какие-то сомнения присутствуют. Вам приснится сон. Сон, который вам все объяснит, либо даст вам подсказку, ну, либо действительно покажет вам ваше будущее. Вы не сможете его забыть, вы очень четко после этого сна поймете, что вам нужно делать и как вам нужно поступать. Такая идет вам подсказочка от высших сил. Дальше. Работа. Ну, на работе я вижу, что все спокойно. Вижу, что вы работаете в прежнем режиме. За что-то вы очень переживали, либо за кого-то переживали на работе. Ну, там все обойдется, все будет хорошо. Просто были какие-то разговоры, пустые разговоры. Кто-то распереживался, кто-то сомневался. Вы тоже немножко на нервах были. Но эта неделя все разрешит. Вы поймете, что все это было пустое, и что переживать, расстраиваться вам не стоит. Кто работает сам на себя, у вас появится какой-то новый источник на получение либо обналичивание денег. То есть у вас как еще одна касса получается, откуда вы сможете получать деньги. Возможно, у вас откроются новые возможности выхода на другие рынки, либо работы с другими странами. Это очень приятное событие. Вы прям будете под чувством, под эмоциями. Как-то, знаете, вот поработаете с удовольствием, сделаете больше, чем планировали. Ведь вам есть куда расти, вам есть куда стараться. Да, что-то вы найдете, какой-то способ получать деньги не так, как обычно, а через какой-то, может быть, сервис, либо действительно с других стран как-то деньги получать. Может быть, вам это как-то было недоступно. Вот, что-то прям приятное идет для вас. Расширяются ваши возможности, понимаете? Предлагать, например, свои услуги. Либо, ну я не знаю, может быть, вам какие-то материалы нужны из других стран, и вы сможете теперь как-то легко там договариваться, покупать. Идет энтузиазм, идет желание творить, желание работать. И не так все плохо, как казалось попервой. Дальше. Кто у меня с мужем работает? Вот есть у меня такие девочки, кто работает с мужем. С мужем, с любимым человеком. Может быть, он просто вам еще и не муж. А симпатия, да, между вами очень такая серьезная. Возможны ссоры и конфликты, ну, на почве работы. Где-то не сойдетесь мнением, а где-то вам покажется, что мужчина, ну, безрассудный, либо совершает глупость. Девчоночки, думайте о работе. Думайте реально о работе. Не бойтесь потерять отношения, не бойтесь там разругаться с ним. Вам нужно спасать дело, вам нужно спасать бизнес. И если мужчине нужно указать на его ошибки, укажите. Если его нужно отстранить от дела, отстраните. Поверьте, если вы поведетесь на всю эту романтику, на все эти чувства, вы можете очень серьезно потерять в бизнесе. То есть действительно могут быть какие-то потери по прибыли, либо недополученная прибыль, ну, либо какие-то даже претензии в свой адрес вы можете заработать от клиентов. Мои хорошие, не мешайте любовь и бизнес. Это делать категорически запрещено, тем более и так вы, я вижу, подстраиваетесь, что ли, под этого мужчину. Уже какие-то были ошибки, уже были какие-то потери из-за этого. Может быть, ему следует применить свою прыть молодецкую немножко в другом направлении, да, либо другим делом заняться, либо другую должность, возможно, ему следует поручить, да, либо назначить его на другую должность. Подумайте об этом.
Вы не потеряете эти отношения. Ну да, пообижаются, потом остынет, помиритесь, все будет хорошо. А вот если денежки вы потеряете, ну тогда уже будет вам проблематично его простить, понимаете? Так, кто у меня дома постоянно находится? Здесь есть у меня такие люди, кто постоянно дома. Как будто бы вы никуда не выходите. Либо выходите крайне редко. Там, не знаю, в поликлинику, в магазин за хлебом. Да, по большей части вы дома. Смотрите, вас будут куда-то приглашать. Очень настойчиво будут приглашать. Это либо какое-то мероприятие, либо какая-то волонтерская работа, либо это какие-то кружки, клубы по интересам, возможно, даже какие-то курсы. У вас прям сомнения, вы привыкли быть дома, вы не привыкли быть в обществе. Кто-то прям совсем сторонится общества. Послушайте, для вас идет замечательный шанс поменять свою жизнь, поменять свой быт, поменять свое отношение к жизни и в первую очередь отношение к себе. Жить затворником, ну поверьте, это самое худшее, что может случиться с человеком. Пожалуйста, не думайте долго, воспользуйтесь этим приглашением и, конечно же, идите. Да, вам будет немножко некомфортно, но как только вы окунетесь в мир общения с другими людьми, поверьте, вы там расцветете. У вас и сил прибавится, и желание у вас появится, и захочется за собой следить, и захочется что-то важное и нужное делать. Понимаете, круг общения, он очень важен и нужен. Вас как будто бы призывают на службу людям. Понимаете, вы будете что-то делать важное и полезное для людей. Либо получив эти знания, вы сможете делать что-то важное и полезное для людей. Не сидите вы дома, ничего хорошего там нет. Вам нужно общение. Среди людей вам нужно быть. Вы себя лучше почувствуете среди людей. Просто попробуйте. Попробуйте, вам очень понравится. Так, еще важный момент касается молодых девушек. Молодых, особенно если вы в отношениях, либо у вас есть парень, то есть либо брак, либо есть тот, с кем вы встречаетесь. У вас непростая идет неделя. Эта неделя подарит вам знакомство с очень представительным мужчиной. Мужчиной, который старше, чем вы, причем так прилично старше, чем вы. Мужчина как с иголочки одет, скорее всего, ну, состоятельный, состоявшийся, очень хорош с собой. И мужчина будет оказывать вам знаки внимания. Внимание, причем вот как подгонять события будет, да? Как соблазнять даже вас будет. Девочки, ну что сказать, выбор очень непростой, очень непростой. Я бы советовала вам, конечно, крепко подумать и узнать мужчину лучше. Да, в нем нет изъяна, но вы ведь про него очень мало будете знать. То, что вы знаете, либо то, что вам о нем расскажут, возможно, это не совсем корректная информация. Возможно, следует углубиться в прошлое этого человека, либо углубиться в его личную жизнь. Вот, там могут быть сюрпризы. Вот, действительно могут быть. Если вы, ну вдруг вы вот прям решите во все тяжкие с головой, оставьте себе хоть какой-то запасной выход, вот хоть один, да, как запасной аэродром, или как это правильно называется. Не совершите ошибку, не погубите себя и не погубите свои уже существующие отношения. Если вы без отношений и такой красивый дяденька нарисуется на вашем жизненном пути, постарайтесь немножко его помурыжить. Да? Не кидайтесь в его омут страсти с головой, а лучше, ну прям почувствуйте себя, да, либо примерьте на себя роль снежной королевы. Во-первых, чем дольше вы будете его держать на голодном пайке, тем больше он будет вас желать. И второй момент, у вас будет место и время для маневра. Вдруг что не так, вдруг вы там передумаете, да, будет возможность выйти из этих отношений. Что-то меня смущает в этом мужчине. Уж слишком он какой-то идеальный и хороший. Но при этом у него из-под пальто торчит хвост. Понимаете? Ну, хвостом обычно выходят семьи, жены, дети, ну, либо какие-то другие.
обязанности. Вот кто его знает. Смотрите, чтобы не разбил вам сердце и не испортил вашу жизнь. Вот надо быть поаккуратнее с такими красивыми дядями. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня очень приятная переписка идет, либо очень приятное письмо, которое вы получите от мужчины. Мужчину вы этого знаете. Он ранее не был замечен в симпатиях к вам. Да, вот именно любовного характера. Возможно, вы общались, возможно, вы дружили, возможно, вы были там соседями, коллегами. А тут он возьмет вам и признается. Признается, что вы ему дороги. Признается в том, что хотел бы узнать вас получше. Ну и со всеми вытекающими. Девочки, кто постарше, женщины, кто постарше. Для вас это приятная возможность, не знаю, попутешествовать, что-то новое повидать, в каких-то местах побывать. Этот мужчина, он при деньгах, и он будет стараться вас удивлять. Удивлять и завоевывать, девочки, завоевывать. Вот. Возможно, вам следует развеяться, но пусть каждая решит сама для себя. Мне, в принципе, вот симпатичен этот мужчина, его порывы мне симпатичны. По крайней мере, девочки, он не будет спешить, но он будет максимально честный с вами. То есть он будет говорить как есть. Вот, это похвально, так должно быть в отношениях. Так, у кого-то будет время с детьми, либо с внуками. Какие-то игры, какие-то мероприятия, возможно, у ваших детей либо у внуков будет праздник, там, день рождения, что-то будете отмечать, какие-то хлопоты идут. А кто-то из вас потратит вот прям уйму времени на то, чтобы купить подарок ребенку либо внуку. Либо какой-то заказ вы получите на подарок очень необычный, который трудно найти, трудно приобрести. Либо без заказа будете морочить голову, вот что купить, что подарить, ну, чтобы понравилось, чтобы ребенок удовольствие получил. С маленькими это проще, а вот со взрослыми тут, конечно, проблема, чтобы угодить и чтобы всем все понравилось. Вот. Кто-то прям несколько дней потратит на то, чтобы найти, купить подарок. Только, пожалуйста, не дарите деньги. Деньги дарить не надо, ни в коем случае. Вот деньги точно не понравятся, такой подарок не зайдет. Ну попробуйте поспрашивать, возможно, друзей, приятелей, ваших внуков, либо вашего ребенка. Вы узнаете, что надо. С трудом, но правильный подарок вы купите. Так, вижу мелкие подарочки. Подарочки, цветочки. Мужчина вас будет баловать. Мужчина. Девчоночки, кто живет с сыном, у кого нет мужчины, но есть сын, возможно, сын вас будет удивлять и радовать мелкими и приятными подарочками. Вот. Ну а кто с мужчиной живет, ну, мужчину вашего не остановить. Какая-то ваша реакция спровоцировала вот эту цепочку событий. Ему так понравилось, как вы отреагировали на его подарок, либо на цветы, которые он вам подарил. Вот он решил вас именно радовать, баловать, чтобы видеть эту вашу реакцию. Не забывайте об этом, благодарите. Благодарите от сердца, от души, стимулируйте и дальше делать такие приятные поступки. Так, филин у вас тут вышел, филин. Но это тайны, секреты, это то, что от вас скрывали. Причем скрывали ваши близкие, родственники, друзья. Какая-то тайна. Филин, правда, маленький, это хорошо. Да? Чем меньше филин, тем менее страшные секреты, но тем не менее, о чем-то вы узнаете. Не судите строго, не судите, не кидайтесь с кулаками, не кидайтесь с претензиями, а лучше постарайтесь разобраться, от чего что пошло и почему от вас скрывали. Возможно, ответ вас очень удивит. Сначала удивит, а потом порадует. Не буду делать спойлер, вы должны до этого дойти сами. Дальше, мои милые. Здесь вышла коса, но коса перевернутая, а рядом с косой у нас серп. Если у вас были какие-то проблемы, затруднения, какая-то неприятность была, да, то, что вас подкашивало, это все перейдет в серп. Серпом мы обычно собираем урожай. И серп — это знак благодати, знак прибыли, знак улучшения ситуации. У вас этот серп и коса, они идут над солнцем.
То есть повезет, очень крупно повезет. Ну, банальное, оказаться в нужное время, в нужном месте. Обратиться именно к правильным людям, да? Постучать в ту дверь, за которой вам помогут. Здесь вы должны 100% полагаться только лишь на свою интуицию. Пусть ваши действия будут спонтанными, эмоциональными, но пусть ими руководит именно ваша интуиция. Тогда будет 100% попадание в цель, чего бы это ни касалось. Вот эту всю недельку, вот каждый день с понедельника по воскресенье старайтесь опираться только лишь на свою интуицию. Поверьте, она будет вас водить такими невероятными тропками, убережет, защитит, даст, наградит, одарит. Вот что идет. Я за вас безумно рада, безумно. Мужчины, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то сомнения, спросите свою любимую женщину. Вот просто спросите, говорите как есть. Ругаться, осуждать она вас не будет. Она вам даст такой толковый совет, что вы вмиг решите все свои проблемы. Поверьте, у женщин в эту неделю именно такая энергетика и такая сила преобладает. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.